Приветствую вас, друзья! Это проект «Свободный взгляд», формат, с которым команда «Гагауз Медиа» расширяет территорию для своих интервью и предоставляет возможность узнавать взгляды разных людей, проживающих в нашей стране и за рубежом. А в этом формате мы общаемся онлайн, и сегодня свяжемся с гагаузом из Украины. Свободный взгляд журналиста Ивана Капсамун на жизнь Украины, защищающей уже 4 года свои территории в полномасштабной войне, начатой Россией 24 февраля 2022 года. Иван, слышите ли вы нас? Слышу. Добрый день, Екатерина. Selam söylerim size. Düşündüm hani var nasıl laf edelim hem Gagavuz dilinde hem Rus dilinde. Yakışarsıydı size de anlasın. Varınca laf edelim. Şükür Allah'a hani var o insanlar kimini var nasıl etmeye Gagavuz. Acaba Gagavuzlar Ukrayna'da bundan çek edelim o zaman. Gagavuzlar Ukrayna'da kendi ana dilini kullanırlar mı? Yaşamakta, sokaklarda diyelim, yurtlarda. Kullanırlar. Ama var problema genç evlat boylarla deyin hani sanımandan az da sizde problema uşaklar ta küçük uşaklar hep ta az biliyorlar Gagavuz dilini. Benim akramdan daha büyük insanlar benden de daha küçük olsun konuşuyorlar Gagavuzca. Sokaklarda, yerlerde, okullarda bizde var dersler Gagavuz dilinde literatürasında ama o çok az. 1 saat ya da daha çok 2 saat var hangi okulda 3 saat haftada ayrı bir ders öğreniyorum. Var bizde Kurçu'da, Vinogradovka şimdi Bolgrad dolayında Odessa merkez, nerede hani kültür merkezi, nerede hani çalışıyor Olga Simon'la kulaksız. O da savaşı ilerletmeye bu işleri. Başka da işler yapılıyor ama bu hepsi yetişmediğin hani ilerletme, kurma Gagavuz dilini de uşaklar 10 yaşına kadar daha küçük uşaklar burada büyük problem var. Laf etmiyorlar Gagavuzca. Ben size söyleyeceğim hani bakmayarak ona hani Gagavuzya'da bizim avtonomiyamızda uşaklar çok yıl sıra vardı hem de daha çok öğreniyorlar Gagavuz dilini. Hep o kadar var bu problem hani uşaklar küçük evlat boyları onlar pek az laf ederler Gagavuzca diyelim. Böyle statistika söylerler yöneticiler de hani 10 uşaktan 1 uşak bularsaydık kim hani ailede, kasabalarda, köylerde bekim daha çok ama laf eder Gagavuzca. Иван, я хотела бы перейти на русский язык, и невозможно не говорить сегодня с вами о том, что вот мы буквально находимся в преддверии того дня, как бы это ни было печально, но 4 года, как Украина защищает свои территории, и никто не думал, что эта война может продлиться столько, но сегодня печально от того, что, кажется, не видно конца. И мой вопрос к вам, как изменилась Украина изнутри за эти годы войны? Я думаю, что, учитывая ту цену, которая платится по сегодняшний день и которая уже заплачена во всех сферах, и экономически, и особенно что касается жизни людей, я думаю, что в отличие от той ситуации, которая была до войны, наверное, все-таки украинцы стали на сегодняшний день больше понимать, что такое Украина, что такое украинская нация, что они борются за свое существование. Они поняли, насколько они отличаются от тех же россиян, которые пришли сюда войной. То есть это является такой этап, хоть он очень трагический, он очень болезненный, к созреванию государства, к созреванию нации. Естественно, здесь есть определенная усталость, но где-то изнутри, я думаю, что изменения именно такие. И очень коротко скажу, что вот недавно буквально был день рождения Джеймса Мейса, это такой украинский исследователь американского происхождения, который в свое время, в 90-х, приехал в Украину исследовать Голодомор и открыл Голодомор 32-33 годов и украинцам, и всему миру. И исследуя эту тематику, он еще тогда писал и говорил, что украинская нация — это постгеноцидная нация, и нужно вылечиться. В 91 году он писал, независимость получила украинская УРСР.
а не Украина. И чтобы стать независимым государством, нужна огромная работа. К сожалению, у Украины были свои проблемы, этим не занимались особо. Но это в том числе привело нас к войне, то, что мы были ослабленными. И вот сегодня я думаю, что через войну, через такую огромную трагедию происходит вот это созревание. Вы знаете, Иван, я понимаю, что вам будет больно, но и нам, поверьте, людям, которые знают, что вам пришлось быть на фронте, и вы очень долго реабилитацию проходили, потому что были ранены очень серьезно. Скажите, а что лично вас изменила вот эта война, вас как в отдельно взятой личности? Ну, можно сказать, что намного больше ты чувствуешь, скажем, что на самом деле там, да и вообще, что жизнь и смерть, они ходят рядом. Ты, естественно, когда ты видишь это все, проходишь, ты становишься намного взрослее, независимо от того, сколько тебе лет. Потому что в войне есть все. Там там жизнь, там смерть, там срез общества, просто оно как на острие атаки, там проявляется все. Когда ты это видишь, а потом возвращаешься, скажем, относительно мирную жизнь, потому что здесь есть еще воздушные атаки, то ты, ты понимаешь, что нужно просто ценить каждый момент жизни и получать удовольствие от жизни сегодня, не откладывая это на завтра. Ты просто больше ценишь жизнь, это если говорить о каких-то внутренних человеческих чувствах. И говоря о том, что ты понимаешь, что есть государство, есть нация, которую нужно еще строить, собственно, в том числе ты поэтому туда и пошел. Я говорю вот как про О себя. себе, да. Скажите, вот вы говорили об усталости. В самом деле людей, которые как мы, проживающие в Молдове и в других странах, наблюдают за этой войной. Вот как эта усталость ощущается и в чем? Понятно, что эта усталость неизбежна, потому что 4 года – это не 4 дня, это не 4 месяца. И как это выражается внутри украинского народа, эта усталость? Люди устали, конечно же, морально, люди устали физически. И, естественно, это отражается на том, что появляется определенная апатия ко всему. То есть там часть общества наверняка, которые говорят о том, что это нужно просто уже прекратить любой ценой. Усталость во всем, но в то же время я могу сказать, что люди и научились с этим жить. Конечно, увеличились в таких моментах депрессии для людей, естественно, даже, понятно, тех, кто живет в отдаленных городах, постоянные тревоги и так далее. Но в то же время люди живут, то есть ездят и на отдых, и зарабатывают, и ходят на работу. Просто это под постоянным стрессом. Знаете, очень И то, что интересно, они вот эта усталость не вызывает ли она, простите, эта усталость не вызывает ли она такой агрессии к собственному государству, что государство никак, что лидеры никак не могут остановить эту войну, и, возможно, что-то, может быть, не дорабатывают в том, чтобы быстрее добиться каких-то переговорных процессов, позволяющих завершить эту войну, как минимум приостановить? Есть, конечно, есть недовольство, большое недовольство. У некоторых есть агрессия, как вы сказали, в отношении, собственно, скажем так, властей, государства, потому что, тоже не все в порядке в этом плане у нас, не все действуют по законам, по правилам, есть и коррупционные скандалы, и все вот эти несправедливости, они как бы очень сильно бьют по мотивации людей. Отсюда и эта апатия и злость. То есть оно действительно существует. Но в то же время у большинства людей есть понимание, что, собственно, даже не наша власть не хочет закончить эту войну. Есть понимание, что есть агрессор, который не планирует, не хочет заканчивать эту войну. И есть понимание о том, что они пришли сюда уничтожить просто государство. Поэтому у нас сейчас задача
скажем, не раскачивать лодку и разбираться внутри себя. Да, необходимо контролировать, необходимо дозированно критиковать, чтобы держать в тонусе, но раскачивать внутреннюю лодку, когда у нас внешний агрессор, люди тоже стараются этого не делать, потому что у нас сейчас первоочередная задача — это выжить. Выжить государству, выжить народу как таковому. Коррупция, о которой вы говорите, мы, проживая в Молдове, знаем, как сложно бороться с коррупцией в условиях, когда нет войны. А в условиях, когда страна ведет войну, просто интересно, двумя словами, если можно, возможно ли вообще борьба с коррупцией тогда, когда есть военные действия в стране? Понятно, что рождение этих коррупционных схем тоже произошло, в том числе тогда, когда страна боролась, воевала и продолжает бороться. Когда страна в состоянии войны, с одной стороны, вы знаете, наверное, это даже легче, потому что существует военное положение, существуют более жесткие правила жизни в обществе. И вообще это в условиях войны это уже не коррупция, это просто мародерство. За это должно быть очень сильное наказание. Ну, в старых временах это вообще приравнивалось к вступлениям, скажем, ну, врагов. Поэтому можно бороться. Необходимо желание, необходимо, опять-таки, чтобы люди придерживались законов и боролись с этим. Скажите, Иван, очень интересно еще, говоря о том, как сами украинцы реагируют на то, собственно говоря, страшные условия жизни, в которых приходится жить уже 4 года. Интересно ваше мнение как журналиста и аналитика. А что сегодня больше всего недооценивают за пределами Украины в понимании происходящего? Что можете сказать? Ну, если брать мир или даже близлежащие страны, Европу, я думаю, что они не до конца понимают, что они теряют время. Они теряют собственное время к адаптации, к новым условиям вообще в мире, к новой геополитике, к новым реалиям со стороны авторитарных государств. То, что мы им даем это время, это дорогой ценой. И я не знаю, на что они рассчитывают, то есть это не может бесконечно длиться, потому что есть определенные экономические ресурсы, есть человеческие, самые главные, ресурсы. И вы даже посмотрите, как сегодня, ну, скажем, администрация Трампа пытается фактически закончить эту войну, ну, любой ценой, а прямо говоря, за счет Украины, то есть они хотят закончить эту войну. Со стороны европейцев мы больше сейчас слышим о том, что война будет длиться там ближайшие годы. И говорят они это почему? Потому что им необходимо время для подготовки. Они понимают, что Россия — это огромная страна, которая перевела уже фактически экономику, все на рельсы войны, и это не остановится одним щелчком. Плюс есть агрессивная риторика по отношению к Европе, есть определенные планы у России. Поэтому они это понимают, но, к сожалению, двигаются очень медленно и хотят за счет Украины опять-таки выиграть для себя время. С этим надо как-то уже прекращать и менять свое мышление. Скажите, а как внутри самой гагаузской общины Украины воспринимается эта война? Есть ли какие-то изменения? Все-таки вот этот срок 4 года, он, наверное, расставил какие-то акценты и в гагаузском сообществе в Украине? Конечно, расставляет акценты. Мы говорим о 4 годах. На самом деле это длится с 2014 года. Просто это было в меньших масштабах. И еще с того времени начались определенные изменения. Скажем так, естественно, ситуация среди украинских гагаузов отличается от гагаузов Молдовы. Одна часть готова защищать с оружием в руках себя, свои семьи, свою землю, свою страну и идет туда. Есть, как вы знаете, и погибшие. У нас сотни, более 500 гагаузов воюют в силах обороны Украины. Есть раненых много и так далее. Есть, скажем, часть, которая поддерживает первую составляющую или, скажем так, лояльно, с пониманием относятся к тому, что происходит. И эти люди, наверное, не готовы идти, избегают армии, но в то же время эти люди готовы там помогать финансово, то есть донатить и так далее. То есть более такое лояльное, с пониманием отношения, но не готовы воевать. Идти на фронт. Ну, а есть... Идти на фронт не готов. Да, да. Ну, а есть третья часть, которая, наверное, ближе к гагаузам Гагаузии, которых называют ждуны. Ну,
будем говорить откровенно, и такие тоже есть определенная часть, которые до сих пор ждут и надеются, что будет русский мир. А скажите, Иван, а можно ли сказать, что война усилила у гагаузов Украины чувство принадлежности к украинскому государству? Как бы это ни звучало сейчас. Это усилило, скажем, процессы интеграции этнических гагаузов в украинское сообщество, украинскую нацию. То есть, сохраняя свою этническую принадлежность, мы, скажем, более быстро, чем гагаузы Молдовы, интегрируемся в украинское сообщество. И здесь задача как раз, ну это, собственно, не только для гагаузов, это сохранить свою идентичность, при этом стать частью, ну в данном случае, украинской политической нации. Не просто гражданами этой страны, а с ответственностью к этому относиться. То есть в этом плане, конечно же, гагаузы Украины пошли намного вперед, особенно если даже брать вот знание украинского языка. Вот процессы до этого, если мы с вами говорили о том, что чем младше дети, чем меньше, они меньше знают гагаузский язык, и наоборот, они знают больше украинский язык. В случае с гагаузами Украины они знают украинский. Да, сегодня дети, которые вот там в начальных школах, может, и чуть постарше, в гагаузских селах, они уже свободно владеют украинским языком. А Ну, можно не ли... говоря о более старшем поколении, ну, как мое там поколение, ну, меньше, конечно, но те, кто интегрированы в там, работу какую-то, естественно, в государственные структуры, журналистику и так далее, они знают украинский язык. А можно ли говорить о формировании какой-то особой идентичности гагауз-украинец вот, ну, в этих условиях, о которых мы сейчас говорим? Ну, я думаю, что навряд ли мы можем об этом говорить. Тут просто происходит... Тут проблема самих, скажем, гагаузов. И это вообще задача для малых народов. Как сохранить себя, при этом ставая частью вот государства, более большой какой-то нации, такой какой-то, ну, смежной идентичности. Не знаю, можем ли мы выделять. Наверное, повторюсь, но скажу, что задача здесь все-таки оставаться, не забывать свою этническую принадлежность гагаузскую, при этом интегрироваться вот в украинское сообщество, ну, зная язык, работая в структурах и так далее. Иван, я знаю, вы говорили только что об этом, да и мы знаем, все, кто хочет интересоваться тем, что происходит на полях этой войны, мы знаем, что есть гагаузы, которые как герои погибли на этой войне. И мой вопрос, есть ли такие примеры, когда гагаузские военные, скажем, которые стали на данном этапе такими символами для гагаузской общины, героев своего государства? Ну, знаете, наверное, локально в каждом селе, учитывая, что в каждом селе есть гагаузы, которые воюют, и есть погибшие в гагаузских селах, имею в виду, для них эти люди, ихние примеры, то, как они там погибли, в каждом селе для них есть, ну, это тоже примером таких особых историй. Если говорить в общем, то у нас есть, ну, известный для всех гагаузов, думаю, уже и для Молдовы в том числе, это бригадный генерал Николай Палас, уроженец села Дмитровки гагаузского, который занимает высокие должности. Когда я был в армии на войне, он был заместителем командующего морской пехоты. Сейчас он на другой высокой должности находится. И есть, вы сказали, герои, есть у нас и посмертно герой Иван Кедик из города Килия, ну, этнический гагауз. Он еще с 2014 года, он еще в так называемом АТО воевал. А потом, когда широкомасштабка началась, он тоже пошел на фронт и погиб в 24 году, пройдя многие-многие горячие точки, собственно, бои и так далее. За это ему посмертно дали героя. Есть такие общие примеры, есть более локальные примеры. А скажите, ну, сложно, но все же хочется и об этом спросить. А что происходит с гагаузским языком и культурой в условиях войны? Вот жизнь продолжается, как мы знаем и видим, как бы долго и как бы тяжело и как бы больно не были последствия этой войны на каждой семье, на каждом человеке, на каждой общности разных этнических групп и в целом украинского народа. Так или иначе,
язык и культура, наверное, развиваются. На днях буквально мы видели, как Юрий Демчогла, представитель общества гагаузов Украины, встречался с советником президента Турции. И о чем это говорит, и что дают эти встречи, и вообще какая связь Украина, Турция и гагаузское сообщество Украины? Ну, война, конечно, влияет, но я думаю, влияет в том плане, что намного меньше возможностей у государства в финансовом плане поддерживать этнические меньшины. А с другой стороны, кардинально ничего такого, ну, война не сильно не повлияла, потому что как изучался гагаузский язык, так он изучается в школах, как там в семьях. Если люди прекратили говорить на гагаузском языке своими детьми, то они не говорят. То есть сказать, что совсем сильно повлияла война, нет, она повлияла на возможности государства просто поддерживать изучение там, языка или что-то подобное. Да, я об этом, наверное, больше хотела спросить, не уточнила, о каких-то национальных программах по поддержке языка идет ли речь, и почему вспомнила про встречу Юрия Демчогла, что это даст нового или там, я не знаю, каких-то новых возможностей создаст ли это для гагаузов Украины по отношению к изучению гагаузского языка? Насколько мне известно, Юрий Демчогла, он встречался с рядом лиц в Турции, не только с советником Эрдогана, у него были действительно встречи на высоком уровне в резиденции президента Турции, у него была встреча в парламенте Турции, плюс были с другими государственными структурами, как ТИКа, ЮТБ там, и так далее. То есть был ряд встреч очень насыщенно, и на всех встречах говорили, во-первых, о необходимости поддержки в целом Украины, и, конечно же, в частности, о поддержке как раз гагаузов, ихнего языка и так далее. Насколько мне известно, там идет речь о более конкретных проектах с помощью той же ТИКи, конкретно для гагаузских сел. Плюс эта встреча на самом деле была очень важна, и это важно, кстати, для Гагаузии, в том плане, что вы сами знаете, что в последние годы из-за политики и руководства Гагаузии Турция несколько игнорирует или отдалилась от Гагаузии. Отдалилась, да. Они отдалились, потому что... И не только Турция, очень много международных организаций, или практически все, никто не контактирует с руководством автономии. Ну, потому что не с кем, собственно, контактировать, и они видят, что там происходит. А в данном случае получается, что эта встреча была очень полезная, потому что Юрий Демчогла, он как раз пояснил не только ситуацию в самой Украине, что происходит с украинскими гагаузами. Они говорили о том, что происходит и в Гагаузии, и в Молдове, почему все это так происходит. И вы знаете, учитывая, что мы все-таки проживаем в двух государствах, но мы являемся одним народом, то эта поездка, она важна в том плане, чтобы с первых уст, скажем, гагауз Украины мог рассказать о ситуации в самой Гагаузии. Я понимаю, что Турция следит и знает, но такие встречи, они тоже полезны. И о том, что русский мир просто захватил этот регион, и это проблема не только для Молдовы, это проблема для Гагаузии. Учитывая, как вы отмечали, скажем, тюркскую определенную наше сородичество с Турцией, с другими тюркскими странами, для турков эта ситуация, я думаю, все-таки не безразлична. И, как подчеркивал опять-таки советник Эрдогана, возвращаясь к языку, культуре и так далее, он говорил о том, что для нас все-таки важно, чтобы вы сохраняли свою идентичность, и мы будем поддерживать культуру, там, язык и так далее. Иван, я точно знаю, что вы следите за тем, что происходит в гагаузской автономии, анализируете события, ситуацию. Мы как раз говорим сейчас о том, что у гагаузов или с гагаузами Молдовы практически у разных международных организаций нет никаких контактов, да, потому что случилось то, что случилось. Никогда не было такого, чтобы оба лица, исполнительная и законодательная власти, находились бы вот под такими судебными разбирательствами, когда уже есть решение первых
инстанций, ожидается решение других инстанций, но спикер НСГ сбежал из страны или где он находится, никто не знает. Экс-спикер, прошу прощения, НСГ, я о Константинове говорю. И вот эта вся ситуация, которую я знаю, что вы анализируете как журналист. Как вы можете очень коротко, но высказать свою точку зрения о том, что происходит и почему это происходит в Гагаузии? И если у вас есть какой-то внутренний свой подготовленный уже рецепт, совет, как из этого выходить, гагаузская автономия, потому что нам изнутри кажется, что конца и края этому тоже хаосу не видно. Что происходит последние годы и вообще особенно сейчас, вот эта патовая ситуация с выборами, которые, еще надо найти выход из этого, то это, скажем, такая, полная деградация гагаузских структур, в данном случае Народного собрания. Стоит, я не знаю, вот просто даже элементарно включить заседание, то можно сразу оценить уровень того, что там происходит. Там, за редким исключением, люди просто не умеют или не могут нормально излагать свои мысли ни на русском языке, ни на гагаузском языке, ни на румынском языке. Я не говорю о юридической подготовке там, или политической подготовке, о защите интересов Гагаузии прежде всего. То есть это полнейшая деградация. И, естественно, эту ситуацию необходимо менять, но учитывая, что Гагаузия фактически полностью находится в руках Кремля, к сожалению, без поддержки Кремля там мало кто может избраться, вот изменить эту ситуацию очень сложно. Но в то же время я вижу надежду в том, что есть все-таки силы в Гагаузии, которые готовы бороться. Не все там так печально. И есть, скажем, адекватное отношение Кишинева. Даже там последний приезд Майи Санду и всех, кто находился в зале, и то, что сама Майя Санду постоянно призывает к адекватности, к защите гагаузского языка, к тому, чтобы там работали нормальные структуры. Я вижу все-таки вот этот союз правильных сил самой Гагаузии и действия Кишинева к тому, чтобы хоть как-то изменить эту ситуацию. То есть дать возможность этим людям избраться и не дать возможность избраться пророссийским силам. Я понимаю, что это очень сложно. На прямое временное управление, сколько я вижу, оцениваю ситуацию, Кишинев не готов. Временное, определенное для того, чтобы навести там порядок. Поэтому, но для этого нет законных рычагов. Как минимум. Автономия живет по своим правилам, и тут только абсолютно соглашусь с вами, что только здравомыслящие люди могут взять в свои руки вот все то, что сегодня может решать на уровне Народного собрания Гагаузии депутаты, и в том числе исполнительный комитет, если бы мог бы, уже давно что-то предложили бы. Но, судя по всему, мы находимся в каком-то тупике. Иван, я искренне благодарю вас за ваши мысли, и Бянан Немани, siz bakarken Ukrayna Gagauzları bakarken olur burada, belki bizim gibi gücenесiniz ama var umut. Siz bu lafı kullandınız Rus dilinde. Nice sizde var umut. Bizde de var umut, hani Ukrayna'da bu cenk bitecek. Gagauzlar da başka halklar da bütün Ukrayna devleti kurtulacak bu beladan hangisi hani ansızdan 4 yıl geri geldi de gücüyle görmeyeriz nereden bitkisi var mı bunun. Sizde de bizim de umudumuz kesilmiyor. Hani Ukrayna'da olacak rahat yaşamak. Bizim umutlarımız da Gagauzya'da bağlı. Size sağ olasınız. Hani bu interview kayboldunuz bizimle yapma. Sağ olun, teklif ettiniz. Сайгул достлар, дорогие друзья, с нами был сегодня Иван Капсамон, журналист из Украины. Ну а вы непременно ставьте лайки этим нашим дискуссиям и оставайтесь с нами. Не забудьте подписаться на канал Gagauz Media в YouTube. До встречи!